Добрый день, уважаемые участники! Мы приветствуем вас на вебинаре «Научно-методическое сопровождение деятельности республиканских инновационных площадок в 2020 году». Наш сегодняшний вебинар будет посвящен нескольким вопросам. Вопросам функционирования Республиканского экспертного совета, вопросам функционирования региональных инновационных площадок, в частности их видов, тех функций, которые возлагаются на региональные инновационные площадки. Также мы обсудим с вами научно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. Ну и, конечно же, обозначим те основные направления инновационной деятельности, которые ожидаются в рамках деятельности образовательных организаций Республики Коми. Ведущими сегодняшнего вебинара являются Аверин Александр Викторович, заведующий научно-методическим центром сопровождения программы проекта в области образования, и секретарь Республиканского экспертного совета Мусанова Светлана Семеновна. Именно ей я и передаю в самом начале слово для проведения нашего вебинара. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим о тех функциях, которые возлагаются на Республиканский экспертный совет и что в рамках экспертного совета, какая деятельность происходит. Хочу напомнить, что Республиканский экспертный совет был утвержден приказом Министерства образования, науки и молодежной политики номером 204-П от 19 июня 2017 года. В соответствии с данным приказом было утверждено положение о Республиканском экспертном совете, если кратко, то РЭС. А также в данном же приказе утверждено положение об авторской программе. Именно на этих двух положениях пока мы и остановимся. Итак, цель и задачи деятельности Республиканского экспертного совета. Прежде всего, это экспертиза компетентная и объективная инновационных образовательных проектов, программ, которые способствуют развитию системы образования в Республике Коми. Задачи вы можете увидеть на слайде. Это активизация инновационной деятельности педагогов и образовательных учреждений, повышение качества образования и повышение педагогического мастерства. В полномочия РЭС входит это экспертиза программ, в соответствии с которой рекомендуется присваивать статус авторская программа в соответствии с положением об авторской программе. Также проводится экспертиза представляемых на соискание статуса региональной инновационной площадки с целью оценки значимости проекта, качества его выполнения, уровня готовности организации к осуществлению образовательной деятельности, оценки значимости полученных результатов. Также в полномочия РЭС входит предоставлять заключение Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми о результатах экспертизы. Кроме того, проводится экспертиза ежегодных отчетов о реализации проекта программы Республиканской региональной инновационной площадки. Несколько слов о том, как организуется деятельность экспертного совета. РЭС проводит заседания по мере поступления материалов в данную экспертную комиссию, но не реже одного раза в полугодие. Также РЭС правомочен принимать решения при условии присутствия на нем не менее 2/3 его состава. Решение принимается открытым голосованием, простым большинством голосов из числа присутствующих. Кроме того, на заседании могут присутствовать непосредственно авторы своих программ и учредители от образовательных организаций. Как проходит сама экспертиза, как она организовывается? Прежде всего, для того, чтобы провести данную экспертизу, необходимо предоставить в РЭС следующие документы.
Во-первых, необходимо написать заявление на проведение той или иной экспертизы. Во-вторых, предоставить материалы инновационного образовательного проекта или программы. Срок проведения данной экспертизы не может превышать 30 календарных дней со дня написания вами заявления на проведение экспертизы. После того, как была проведена данная экспертиза, состоялось заседание РЭС, принимается решение рекомендовать присвоение статуса авторская программа, рекомендовать присвоение статуса республиканская инновационная площадка, отказать присвоение статуса авторская программа, отказать присвоение статуса республиканская инновационная площадка, отклонить материалы по причине несоответствия требованиям к данному виду программы авторской либо республиканской инновационной площадки. Все решения заносятся в протокол, которые подписываются председателем. Протокол отправляется в Министерство образования, науки и молодежной политики в 5-дневный срок со дня заседания РЭС. Министерство образования, в свою очередь, выпускает приказ о присвоении статуса. Решение РЭС, экспертные заключения по рассматриваемому вопросу предоставляются автору в электронной форме в 10-дневный срок со дня подачи, со дня выхода соответствующего приказа. В случае отрицательного результата экспертизы автор программы может подать заявку в РЭС на рассмотрение материалов не ранее, чем через год после проведенной экспертизы и, соответственно, решения РЭС. Итак, остановимся на тех требованиях, которые прописаны в положении к структуре и содержанию авторской программы. Авторская программа представляет собой качественно новые цели, содержание, технологию образовательного процесса и образовательные результаты. Данная программа должна соответствовать ряду критериев. Во-первых, она должна соответствовать современным требованиям, необходима ее структурная полнота и оформление. Кроме того, должны присутствовать авторская позиция, новизна в подходе, целях, содержании, технологиях, результатах. Затем необходимо соотношение новизны в подходе, в целях и результатах и результативность. В структуре авторской программы должно быть выдержано несколько компонентов, вы их можете увидеть на слайде. Обязательно должен присутствовать титульный лист, затем пояснительная записка, после которой следует содержание изучаемого курса, учебно-методическое, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, требования к условиям реализации программы, список используемой литературы, а также, по вашему желанию, авторская программа может включать приложения. Порядок и сроки присвоения статуса авторская программа. Опять же, для того, чтобы РЭС рассмотрел данную программу в качестве авторской, необходимо написать заявление в РЭС, затем вы прилагаете саму программу. Также должно быть решение методического совета образовательной организации, которое заверено руководителем, и личное заявление вас как автора-составителя данной программы. Что делает секретарь после того, как получены все необходимые материалы? Он направляет авторскую программу на экспертизу. Срок, опять же, не может превышать 30 календарных дней со дня поступления заявки. Срок рассмотрения, как было сказано ранее, проводится в соответствии с положением об авторской программе. В результате экспертизы РЭС либо рекомендует присвоению статуса авторская программа, либо отказывает присвоение данного статуса.
Также РЭС полномочен рекомендовать к распространению опыта данной программы, либо отклонить материалы по причине несоответствия требованиям. Перейдем к еще одному важному аспекту в работе деятельности РЭС – это региональные инновационные площадки, кратко РИП. Положение о РИПах было утверждено в приказе Министерства образования, науки и молодежной политики номер 219-П от 30 сентября 2017 года. В соответствии с данным приказом РИП может создаваться на базе образовательных организаций Республики Коми, которые реализуют программу общего дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, обладающих потенциалом для ведения инновационной деятельности. И основной целью инновационной деятельности является реализация инновационного образовательного проекта либо программы. Выбор РИП осуществляется на основе следующих положений. Это анализ достигнутых результатов в обеспечении доступного качественного образования, наличие успешно развивающегося опыта инновационной деятельности, профессиональной готовности педагогического коллектива к осуществлению функций республиканской инновационной площадки, наличие материально-технической базы. Перейдем непосредственно к тем видам РИП, которые могут функционировать. Их три. Первый из них – это опорно-методическая площадка. Опорно-методическая площадка представляет собой такую форму организации, совместной деятельности образовательной организации дополнительного профессионального образования или образовательной организации высшего образования, педагогических коллективов, образовательных организаций, муниципальных методических служб, с целью оказания научно-методической помощи, развития и совершенствования методической работы по вопросам отработки и внедрения в практику передовых технологий и содержания образования. Кроме того, опорно-методическая площадка создается с целью повышения эффективности управления в сфере образования, в том числе методических служб. Еще один вид РИПа – это республиканская пилотная площадка. Пилотная площадка представляет собой форму организации инновационной деятельности образовательных организаций с целью формирования и распространения опыта, ведения и реализации в опережающем режиме федерального государственного образовательного стандарта профессиональных стандартов педагогов. И республиканский ресурсный центр – это форма предъявления лучших практик, обобщения и распространения инновационного опыта, оказания научно-методической поддержки системе образования Республики Коми по заданным утвержденным направлениям деятельности, в том числе в сетевом режиме. Форма заявки, в принципе, я думаю, что вам они будут доступны также, если вы откроете положение о РИПах. Здесь, может быть, вы не так хорошо их разглядите. Итак, критерии оценки результатов деятельности республиканской инновационной площадки. Хочу отметить, что эксперты оценивают деятельность республиканской инновационной площадки по 9 критериям. По каждому из критериев начисляется от 3 до 9 баллов. Первый критерий – наличие модели организации деятельности РИП. Второе – создание положительного имиджа организации. Ресурсная оснащенность, социальная активность, эксклюзивность, транслируемость, результативность, рациональность, системность и полнота. В результате проведенной экспертизы начисляется определенная сумма баллов, по которым программе уже присваивается статус в соответствии с данными баллами. Итак, максимальное количество баллов, которые можно набрать в результате экспертизы, 54.
54-47 баллов говорят о том, что образовательная инициатива соответствует статусу Республиканского ресурсного центра и Республиканской стажировочной площадки. 46-38 баллов говорят о том, что образовательная инициатива соответствует статусу опорно-методической площадки и республиканской пилотной площадки. Далее по убывающей 37-28 баллов образовательная инициатива соответствует статусу муниципальной опорно-методической площадки либо муниципальной пилотной площадки. Все, что ниже 27 баллов, свидетельствует о том, что образовательная инициатива соответствует статусу ОМП и пилотной площадки уровня значимости образовательной организации. Я думаю, что подробнее о научно-методическом сопровождении РИПов расскажет Александр Викторович. Я же отмечу, что направления деятельности ресурсных центров и опорно-методических площадок разнообразны. Как вы можете увидеть, их 4. То есть у нас работают 4 опорно-методические площадки по этнокультурному образованию, 3 республиканских ресурсных центра реализуются в рамках духовно-нравственного, военно-патриотического воспитания личности. Также ресурсные центры и опорно-методические площадки открыты по инженерно-техническому образованию. И 2 республиканских центра и 1 опорно-методическая площадка реализуют программы по повышению качества образования в рамках реализации в ГОС. Я думаю, что Александр Викторович подробнее расскажет, где на сайте можно ознакомиться с деятельностью данных видов ресурсных центров и опорно-методических площадок. Если у вас возникли вопросы и у вас уже назревает необходимость подать заявку в РЭС, контакты мои вы видите, вы в любом случае можете всегда звонить за консультацией по любому вопросу. Слово я передаю Александру Викторовичу, заведующему Центром научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования. Спасибо, Светлана Семеновна. Уважаемые участники вебинара, мне хотелось бы обратить ваше внимание на следующие моменты. Почему мы так подробно говорили о РЭС, о функциях Республиканского экспертного совета? Для того, чтобы любая программа, которую разрабатывает автор или коллектив авторов, имела статус авторской, непосредственно подобную резолюцию может непосредственно зафиксировать только Республиканский экспертный совет. Для того, чтобы это действительно было так, Светлана Семеновна очень подробно разъяснила всю процедуру, каким образом программа может получить именно этот статус. То же самое касается и тех образовательных организаций, которые хотят активно включиться в реализацию инновационной деятельности по ряду направлений, которые предлагаются на территории Республики Коми и не только. И, соответственно, данные заявки, данные документы также поступают в РЭС, то есть в Республиканский экспертный совет, секретарем которого выступает Светлана Семеновна Мусанова. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на аспекты именно научно-методического сопровождения региональных инновационных площадок. Согласно положению, о котором говорила уже Светлана Семеновна, касающегося непосредственно утверждения положения о региональных инновационных площадках, научно-методическое сопровождение и информационное сопровождение деятельности региональных инновационных площадок осуществляет Коми Республиканский институт развития образования. Хочется обратить ваше внимание, что научно-методическое сопровождение деятельности РИП осуществляет научный руководитель или научный консультант, который назначается, соответственно, приказом и утверждается на тот период, который будет функционировать региональная инновационная площадка. Как правило, подобные решения у нас предполагает длительность инновационной деятельности в рамках образовательной организации в течение 3 лет.
Организации, признанные республиканскими инновационными площадками, региональными инновационными площадками определенного вида, самостоятельно разрабатывают и утверждают нормативно-правовые документы об осуществлении инновационной деятельности и самостоятельно назначают руководителя проекта или программы внутри образовательной организации. Это необходимо для того, чтобы обеспечить взаимодействие научного руководителя и научного консультанта, а также непосредственно того ответственного лица, который отвечает за реализацию программы региональной инновационной площадки. Хочется отметить, что основные функции организации оператора, в частности государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Коми Республиканский институт развития образования, заключается в следующем. Это, конечно же, разработка нормативных документов, нормативной документации, обеспечивающей деятельность региональных инновационных площадок, а также непосредственно той деятельности, в частности, утверждение в качестве авторских тех программ, которые разрабатываются учителями или авторскими коллективами. Это согласовывание программы мероприятий в части непосредственно реализации региональными инновационными площадками. Согласовывание осуществляется непосредственно через научного руководителя либо научного консультанта. Научно-методическое информационное сопровождение деятельности региональных инновационных площадок. КРИРО берет на себя ответственность за подготовку итоговых отчетов о деятельности региональных инновационных площадок в течение года, в течение календарного года. Также участвует в трансляции успешного инновационного опыта, в его обсуждении, в представлении на республиканских мероприятиях и не только. Кроме того, формирует, пополняет банк данных региональных инновационных площадок как на сайте самого института, так и на портале «Открытое образование Республики Коми». Помимо этого, институт информирует общественность о реализуемых инновационных проектах, о тех достижениях, которые были достигнуты образовательными организациями в определенный период времени и презентует их для обсуждения общественности, а также осуществляет экспертизу и публикацию инновационного опыта деятельности региональных инновационных площадок. В течение осуществления реализации программ региональной инновационной площадкой институт осуществляет консультационное сопровождение деятельности РИП, то есть осуществляет информационную поддержку и консультационную поддержку образовательных организаций. Если говорить об информационном сопровождении региональных инновационных площадок, то на сайте института в разделе «Проекты» имеется вкладка «Региональные инновационные площадки». И вы видите, что здесь представлена нормативно-правовая база, то есть та основа, которая позволяет любой образовательной организации стать региональной инновационной площадкой. И фактически там представлены как раз документы по приему, приказы об утверждении, в данном случае образовательных организаций в статусе РИП, а также приказы о назначении научных руководителей или консультантов. В этой же вкладке размещаются проекты региональных инновационных площадок, те конкурсы, которые проводятся, а также материалы семинаров и вебинаров, которые проводятся в течение определенного календарного года. Если говорить о научно-методическом сопровождении, то мне хотелось бы обратить ваше внимание, что реализация программ, разработанных региональными инновационными площадками, осуществляется непосредственно самими образовательными организациями. Точно так же, как и в соответствии с положением, готовятся все необходимые отчетные документы. Хочу обратить ваше внимание, что региональные инновационные площадки в соответствии с положением готовят отчетные документы в течение календарного года 2 раза. То есть на момент 30 июня, то есть какие достижения, какие результаты уже были получены, и по истечению непосредственно календарного года. По окончании реализации программы в течение 3 лет региональная инновационная площадка готовит итоговый отчет, в котором отражает основные достижения, основные результаты, ну и, соответственно, те продукты
инновационной деятельности, которые могут быть транслированы и тиражированы на территории Республики Коми. Ну а сейчас мне хотелось бы ознакомить вас с теми приоритетными направлениями инновационного развития системы образования Республики Коми, которые на настоящий момент остаются актуальными. Во-первых, это система воспитания, в том числе это духовно-нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, и особое внимание в данном случае уделяется не только методологическим аспектам, но и еще, например, развитию кадетского образования. Это техносфера современной образовательной организации. Здесь имеется в виду работа внутри информационных систем, изучение или определение наиболее оптимальных и эффективных моделей организации техносферы в современной образовательной организации. Это взаимосвязи, техноклассы и, конечно же, робототехника. Это система профильного обучения, а именно модели, формы взаимодействия, технологии организации, а также вопросы, связанные с организацией предпрофильного и профильного обучения по предметам. Это вопросы, связанные с модернизацией содержания, а также технологий преподавания предметов и предметных областей, дисциплин в общем, среднем профессиональном и высшем образовании. К числу приоритетных направлений также можно отнести это система оценки качества образования, это разработка моделей, технологий, контрольно-измерительных материалов и так далее. Это организация обучения детей с особыми образовательными потребностями, то есть это группа одаренных детей, дети с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Это направление этнокультурное содержание образования, то есть модели реализации, модели организации, разработка программно-методического объединения, подготовка кадров по международным стандартам по 50 наиболее востребованным профессиям на рынке труда и развитие в республике движения «Молодые профессионалы». Именно по этим направлениям или эти направления у нас являются приоритетными. Ну а Светлана Семеновна уже акцентировала ваше внимание, что региональные инновационные площадки на настоящий момент у нас достаточно активно работают по 4 основным направлениям. Это этнокультурное образование и формирование личности в этнокультурной среде. Это вопросы, связанные с воспитанием. Это инженерно-техническое образование на всех уровнях и управления этой системой, ну а также опережающее внедрение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Хотелось бы также обратить ваше внимание, что координацию деятельности региональных инновационных площадок осуществляет Центр научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования. Непосредственно мы постоянно контактируем с секретарем Республиканского экспертного совета со Светланой Семеновной для того, чтобы непосредственно сопровождать и авторские коллективы, и отдельных учителей, и в том числе образовательные организации, пожелавшие стать региональными инновационными площадками, как в подготовке документов, так и, соответственно, в контексте сопровождения деятельности в качестве региональных инновационных площадок. В связи с этим мы предлагаем при необходимости обращаться по данным контактам, и мы всегда будем готовы ответить на все вопросы, которые у вас возникают в контексте инновационной деятельности, в контексте подготовки документов, ну а также непосредственно проинформировать и проконсультировать по тем вопросам, которые остаются или являются для образовательных организаций и отдельных педагогов актуальными. Мы хотели бы также анонсировать, что в феврале состоится вебинар об итогах деятельности региональных инновационных площадок в 2019 году, и где мы представим основные достижения, основные результаты, а также планы по диссеминации опыта региональных инновационных площадок в течение 2020 года. Ну и приглашаем образовательные организации, а также отдельных учителей и коллективов принимать активное участие в инновационной деятельности, в том числе по тем направлениям, которые мы показали, и приглашаем к сотрудничеству. На этом, уважаемые коллеги, мы заканчиваем наш вебинар. Всего вам доброго.